Адриан Зенц, директор по изучению Китая в Мемориальном фонде жертв коммунизма, выразил обеспокоенность по поводу реализации недавнего временного соглашения Евросоюза о запрете продукции, произведенной с использованием принудительного труда уйгуров, незаконно содержащихся в Китае. Согласно сообщению радио «Свободная Азия» от 5 марта, Зенц сказал, что он разочарован положениями предложенного законопроекта. Зенц отметил, что законодательство ЕС является слабым по сравнению с законодательством США. Компания Amnesty International по защите прав уйгуров организовала конференцию на тему «Геноцид уйгуров» в Кембриджском университете 4 марта. Участники встречи призвали Кембриджский университет не быть соучастником геноцида уйгуров. В то же время утверждалось, что китайское правительство пытается улучшить свою репутацию и имидж с помощью Кембриджского университета и отвлечь внимание от геноцида уйгуров. На конференцию были приглашены исследователь и поэт Лондонского университета Азиз Иса Эль-Кун, исследователь Сэм Даннинг и китайский активист Кайла Ма, которые выступили с лекциями о геноциде уйгуров и нарушениях прав человека в Китае. В эпицентре жестоких репрессий Китая в Восточном Туркестане лежит особенно коварная тактика – систематическое разлучение уйгурских детей с их семьями. Эта чудовищная практика служит краеугольным камнем китайской кампании по уничтожению уйгурской культурной самобытности и навязыванию однородной ханьской идеологии. Эта практика не просто побочный продукт политики, а преднамеренная и рассчитанная стратегия, направленная на уничтожение уйгурской идентичности. С 2014 года ситуация обостряется с угрожающей скоростью. Сенат США готовится рассмотреть законопроект, который призван ограничить Федеральное агентство от ведения бизнеса с некоторыми китайскими биотехнологическими фирмами. Утверждается, что китайские компании собирают генетические данные и связаны с китайскими военными. Сенат США готовится сделать важный шаг и рассмотреть законопроект, который призван ограничить Федеральное агентство от ведения бизнеса с некоторыми китайскими биотехнологическими фирмами, включая BGI, Wuxi и их дочерние компании. Комитет Сената по нацбезопасности и правительственным делам рассмотрит законопроект, что может привести к исключению некоторых компаний из законопроекта или дальнейшего обсуждения. Во вторник Китай объявил об увеличении расходов на оборону на 7,2%, что более чем в 2 раза увеличило военный бюджет за 11-летний срок правления президента Си Цзиньпина. На фоне растущей напряженности вокруг Тайваня и проблем региональной безопасности оборонный бюджет достиг почти 230 миллиардов долларов, значительно увеличившись по сравнению с 720 миллиардами юаней в 2013 году. В 10:41 минуту по киевскому времени в Одессе прозвучал сигнал тревоги, а через 3 минуты в городе раздался мощный взрыв. Греческая газета «Прототема» сообщила, что целью ракетного удара, вероятно, был кортеж Зеленского. По данным издания, взрыв прогремел в 150 метрах от места, где находилась греческая делегация во главе с президентом Украины Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По данным ВМС Украины, в результате атаки на портовую инфраструктуру в среду погибли 5 человек и неустановленное число раненых.